приметы казахского народа. Казахи относятся к жизни с оптимизмом и стараются видеть в знаках, которые им преподносит природа и жизнь, хорошие предзнаменования. Поэтому хороших примет у них больше, чем у представителей других народов. Первое. Когда человек отправляется в командировку, либо другую поездку по делам, хорошей приметой считается, если в это время идет дождь. В таком случае все желания путешествующего будут исполнены, а планы увенчаются успехом. Второе. Если дождь пойдет тогда, когда невесту забирают из дома в семью жениха, то в доме мужа ее ждет только хорошее. Третье. Когда семья собирается перевозить вещи на новое место жительства и вдруг начинает идти дождь, не стоит огорчаться. В новом доме семью непременно ожидает счастье. Четвертое. Дождь в первый день весны – предзнаменование хорошего урожая и свежего, незасушливого лета. Пятое. Если в дом к женщине, которая скоро рожать, зайдет мальчик, значит у нее родится мальчик. Если же девочка, то наоборот девочка. Шестое. Удачу приносит забота о старших. У человека, который помогает старикам в быту, приглашает их к себе и кормит горячей пищей, все будет хорошо. Седьмое. Аналогичная ситуация и с детьми. Искренняя радость ребенка, получившего от вас подарок, привнесет в вашу жизнь гармонию. В целом, казахи придерживаются мнения, что удача идет в руки дающему, поэтому лучшей едой принято делиться с гостями. Восьмое. Если кто-то кинул в тебя камень, кинь в него жиром. Иными словами, на зло нужно отвечать добро. Девятое. Если гость, пришедший в дом, споткнулся о порог, хозяин в жилище ждет прибыль. Десятое. У сына, похожего на мать, и дочери, похожей на отца, будут счастливое будущее. Плохие приметы казахов большой частью основаны на предчувствиях и личном опыте. Их главное предназначение – предупредить людей о надвигающейся беде, подготовить их к ней. Первое. Если человек складывает руки на животе, он таким образом обрекает себя на смерть в одиночестве. Поэтому так делать нельзя, если вы, конечно, не добиваетесь такого результата. Второе. Часто плакать тоже не стоит, особенно лежа на животе лицом в подушку. Третье. Необходимо следить за тем, чтобы дети не плевались. Считается, что такое поведение приведет к тому, что они сами или их потомки будут голодать. Четвертое. Если дети слишком сильно шалят, быть в беде, ведь они ближе к другому миру и поэтому более тонко чувствуют надвигающиеся неприятности. В случае, если слишком сильно разбушевался мальчик, проблемы будут у ее матери. В случае, если девочка, то у отца. Пятое. Нельзя забирать себе или вообще поднимать с земли потеряно кем-то драгоценности или деньги, поскольку счастье чужое золото не принесет, а вот несчастье вполне может добавить. Шестое. С земли нельзя поднимать острые предметы. Если они попались человеку на пути, значит Бог предупреждает его об опасности, избежать которой можно только обойдя находку стороной. Седьмое. Женщинам нельзя мыть и расчесывать волосы ночью. В темное время суток в косах могут запутаться злые духи. Также нельзя расчесываться сухим гребешком. Это сулит напрасное страдание. Выпавшие волосы нельзя разбрасывать где попало, иначе ум станет рассеянным. Восьмое. От собаки, которая внезапно начала выть, избавлялись, чтобы она не накликала скорую смерть хозяина. В случае, если выть начали несколько собак одновременно, готовились к чему-то еще более страшному. Девятое. Громкий смех, похожий на истерику, предвестник несчастья. Девушек, которые много смеются, старались не брать в жены. Считалось, что такая будет держать мужа под каблуком. Десятое. Песни исполняются только стоя или сидя. Если человек поет в постели,
то он испытывает злых духов и, скорее всего, скоро заболеет.